Добрый день. Меня зовут Фархад Патиев. Я руководитель Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации. Мы приехали к вам из Москвы. Сегодня у нас такое небольшое мероприятие, ознакомительное мероприятие. Мы рассказываем в разных регионах России о традициях народов Российской Федерации. Мы постараемся уложиться в отведенное время, один урок, поэтому, сократив свою программу, она обычно рассчитана на студентов и более старшие классы, на 2 урока. Вместе с тем, я буду задавать вопросы, вы реагируете на них. Мы заодно посмотрим, насколько ученики этой школы активны, насколько они тянутся к знаниям и насколько они могут проявить свой характер. Важно будет запомнить информацию, которую мы озвучим, и мы проведем с вами небольшую викторину. Те, кто правильно ответит на вопросы, получают от нас небольшие призы. Итак, первый вопрос у меня к вам. Кто из вас может сказать, сколько народов живут в России? Руку поднимаем и отвечаем. Кто готов ответить? Сколько народов? Так, без интернета, пожалуйста, представьтесь. Около 180. Так, поточнее, чуть больше. 360. Пожалуйста, представьтесь. 197. 197. Ну, по 2010 года было 193, но принято говорить более 190 человек. Молодец, правильно. Я назову название народов, а вы поднимите руку, если вы о них слышали. Хоть раз слышали о них. Если вы не знаете, не поднимайте руку. Готовы? Лезгины. Хорошо. Адыги. Хорошо. Черкесы. Хорошо. Кто может назвать название одного какого-нибудь курдского струнного инструмента? Пожалуйста. Тамбур. Молодец. Слушал внимательно. Держи. Это от нас тебе подарок. Тут комикс и раскраска. Следующий вопрос. Назовите название любого ударного инструмента. Ударного. Пожалуйста. Как? Да, правильно, молодец. Держи. Да, это инструмент, который играли на фоне руин. Другой вопрос. Как вы думаете, какие из инструментов являются самыми древними? Духовые, струнные или ударные? Духовые, считаете вы. Кто считает по-другому? Ударные, правильно. Ударные считаются самыми древними. Древние люди стучали костями, камнями, палками, и это были первые инструменты. Вот девушка в черном. Я всех приветствую. Я расскажу вам о курдских музыкальных инструментах. Зурна. В основном вытачивается из древесины абрикоса, орека или тутового дерева.
Зурна главным образом используется для фольклорной музыки во время народных празднеств на открытом воздухе. Зурна, как правило, входит в состав ансамблей духовых инструментов. В качестве же солирующего инструмента зурна в составе ансамблей или оркестров используется для исполнения некоторых танцевальных мелодий. Сколько разновидностей мэя существует по длине? 3. Какие? 30 сантиметров. 35? 40. Правильно. Зовут вас? Вера. Подарок Вера. Смотрите, вот так завязывают мужчины. Запомнили? Девочки, смотрим. Тут посложнее. Запомнили? Скажу о национальных костюмах. У курдов каждый цвет костюма имеет определенное значение. Сейчас я рассказываю, а вы запоминаете. Если вы увидите, что курдский мужчина идет в синем костюме, то есть вот в синем мужском костюме, сейчас мы продемонстрируем это на экране, значит это рабочий. Запомните, да? Если зеленый, значит это военный. Военный. Если костюм коричневый или же серый, это костюм предназначен для повседневной жизни. Пускай. Ну, в принципе, можешь уже, просто у тебя тут короче получилось, можешь уже запрятать. Да, все это спрятать. И здесь тоже спрятать. Как тебя зовут? Меня зовут Назар. Молодец. По исполнительскому составу почти все виды гуварда – это групповые танцы. Его идея состоит в коллективном самоэмоциональном выражении. Чаще можно увидеть круг, полукруг и прямые линии. Во время исполнения гуварды танцоры движутся слева направо, но в некоторых регионах Курдистана наоборот, справа налево. Отдельные виды гуварды исполняются исключительно на месте. Как выстраиваются танцоры? 3 разновидности выстраивания. Круг, полукруг и прямые. Круг, полукруг и прямые линии, да. Награждаем ее. Следующий вопрос. Кто сможет назвать 5 курдских национальных инструментов? 5. Зурна, мэй, тапол, тамбур. Зурна была. Мэй было, да? Ну хорошо, да, награждаем. Там еще блур был. Блур. Канон, ситар, да. Успехов вам в учебе, цените своих преподавателей, они трудятся во имя вашего будущего. До свидания. Рассказ, жалко, что у нас мало времени, мы хотели, конечно, танец и посмотреть. У нас тоже есть представители. Альвина Бабушина ручкой, да. Поэтому говорить, что умеет танцевать, хотелось бы, конечно, посмотреть танец. Ну, мы от себя на память дарим о нашей школе.
Вот такой у нашего города юбилей в этом году, 145 лет. Минеральные воды вчера, сегодня, завтра. Это наша мини-газета, за которой мы завоевали первое место. От нашей школы вам на память.